Опираюсь всегда в своей жизни на свое сердце, на любовь. Художник-мужчина и художник-женщина – это разные вещи. Витражи – это отдельная какая-то страсть. Мне каждый день нужно себя уважать. Опираюсь всегда в своей жизни на свое сердце, на любовь. На любовь. На этом держится все. На этом стержне держится все. Это моя была среда обитания. И в быту, и в выходные дни. С очень раннего возраста я пошла в изо-студию. Родиться в семье, где было с детства у нее это все рядом. Постоянно на виду, профессиональные художники. Уже о выборе профессии не стоял вопрос. Она рисовала, как только карандашик в руках уже могла держать. Но появился мозоль вот на этом пальце. Отчего? Потому что все время был карандашик в руках. Постоянно. И вот эта вот косточка, вот этот натоптыш остался. И как можно знать? Как можно знать и понимать, когда ты растешь в семье художников? Папа и мама. Всегда это было со мной, рядом. Я думала, что это норма жизни. К ним приезжали друзья, художники. Отовсюду, с кем они учились, с кем они... И мы с моим братиком, с Пашей, мы просто сидели за спиной у них, когда они беседовали, выпивали, общались. Приехали в Минск, естественно, у нас все останавливались. И мы сидели за спинами и просто падали. Когда хотелось спать, мы просто падали за спинами, нас тихонечко на руках потом уносили. И все было прекрасно. Витражи – это отдельная какая-то страсть уже изнутри. Вот. Я заканчивала совсем другое отделение, не монументальное. Вот. Я заканчивала театрально-художественный институт, отделение декоративно-прикладного искусства. Вот. Это керамика и стекло. И уже где-то на середине обучения вот началась эта страсть, поскольку давали и керамику, и стекло. И я постоянно же с родителями, постоянно в помощниках, на монументальных объектах, в работе, в которой они принимали участие или создавали. А это по всей республике, это везде, в разных городах. И я везде на подхвате, и я постоянно в художественном комбинате. Если я делала проект интерьера, естественно, я там уже предполагала какие-то большие монументальные работы. Это были и витражи, литой витраж, который мы выполнили. И Ладушка приходила, если вот эти где-то что-то красить, что-то это, она уже училась. С Ладой мы познакомились 35 лет назад. Первый раз встретились на экзамене вступительном в художественный институт. И с первого взгляда эта милая девочка в нежном возрасте была настолько притягательной. Я думаю, что каждый, кто с ней знакомился, хотел подружиться с ней. После второго курса у нас был поход на велосипедах. Из всех нас девочек только одна Лада отважилась с парнями ехать на велосипедах через всю Белоруссию по местам, где производили керамику. При этом мы все приезжали на автобусе до места практики. После того, как они приехали, мы все почувствовали себя защищенными, потому что приехала Лада, она была всем как мама. Она знала, как готовить еду, она знала, как организовать досуг и работу. Когда встал вопрос о дипломной работе, у меня даже сомнений не было, что это будет витраж. И я внесла туда какие-то свои фантазии, технологические, придумки. Причем это все очень благополучно сложилось на хорошем объекте. Были разговоры, что вот
она на комбинате, значит, ей все кто-то сделает. И я думаю, этого допускать нельзя, конечно, чтобы такие разговоры были. И мне поставили стол Тарас Николаевич прямо в мастерской в Академии искусств, тогда в театрально-художественном. Я выполняла все это в аудитории на глазах у всех, собственными руками, на свинцовой жиле, резала стекла, все это делала. И на защите диплома уже вопросов ни у кого не было. Мне казалось, что я даже где-то как-то волшебным образом договорилась с этим материалом. Он любит меня, а я люблю его. Потому что вот это то волшебство, когда стекло разукрашивает наш мир в те краски, которые мы заложим. И это прекрасно. Это прекрасно. Это волшебство работает всегда, со всеми людьми. Все мои заказчики, нету таких людей, которые как-то равнодушно отнеслись бы к витражу. То есть, как правило, первую работу монтируешь, и потом они энергично ходят по дому и ищут место, куда еще надо сделать витраж. Видно было, что у нее большой яркий талант и очень светлое мировоззрение. Она всегда рисовала, писала красками без черноты, без темных пятен. У нее всегда все светло. Вот случилась перестройка, вдруг она нагрянула. Вот ты ее не ждала, она нагрянула. И все рухнуло. Рухнули заказы, комбинат не имеет работы, все сложно, все как-то непонятно, как это будет. Долгое время я пыталась понять, как мне жить дальше, и что делать, и как находить себя в профессии. И возникла необходимость просто изучить компьютер, хорошо изучить, досконально, изучить программы. Это существенно ускорило всю мою работу. То есть раньше мы на картоны тратили по 2 месяца. Если это объемная работа, то это в огромном зале, на полу стелилась бумага в натуральную величину. Мы красили эти картоны красками. И это были огромные затраты по трудодням и материалам, и всему, и тому подобное. Сейчас это все, конечно, ускорилось очень. И был такой момент в моей жизни, когда я вышла из подъезда и не знала, куда идти. Я пошла на биржу труда. Я пришла туда. Мне было очень стыдно. Не знаю, как человеку очень тонкому и чувственному, мне казалось, что все на меня смотрят. Я подошла к компьютеру, и на букву «Х» художник. Несколько вакансий появилось на экране. И я пошла работать после окончания курсов в фирму, которая занималась компьютерной вышивкой. И я там отточила свое мастерство. Когда я увольнялась оттуда, по причине того, что я поступила в институт и стала получать 2-е высшее образование, мне директор сказал, что я знал, что ты уйдешь. Ты пришла такая вот с высшим образованием, художник, член Союза художников. Ну и даже в очень тяжелые моменты жизни, которых у нее было достаточно, она не сдается никогда. Это уникальный характер. И вот в этом институте, это образование при БНТУ, я, собственно говоря, программист. Вот. Все графические редакторы, программы, все это я освоила, мне это очень помогает. Педагоги говорили, говорит, у нас была такая Лада, после уже моего. Она пришла, мы ей про параметры, вот строка инструментов, строка состояния. Она говорит, вы мне покажите, где здесь кисти, где здесь краски. И к концу занятия она выдавала шедевр. Мне приятно, что есть результат. Это самое важное, Когда ты делаешь, работаешь и понимаешь, что есть результат, это опять же победа. Мне каждый день нужно себя уважать. Огромное счастье, что удалось поработать во Дворце независимости. Там у нас опять же была задача очень сложная – сделать 2 купола витражных, гнутых. И Кирилл справился с этой технической частью. Вот, удалась работа,
задание было от архитектора конкретное. Парящие птицы. Орнаментально закручивали, там свои хитрости были. И потом еще мы выполнили туда входную группу с васильками. Рушники, васильки. Очень быстро я родила этот эскиз, и он один из самых удачных. Как-то так вот очень шло. Очень благоприятно все сложилось. Я до сих пор довольна. Была очень интересная работа у меня в Сочи, в Красной Поляне. Это санаторий «Беларусь», поэтому нас туда отправили. Там тема была слуцких поясов. И за эту работу я получила награду СНГ, знак СНГ. И самое удивительное, что как вот судьба распорядилась, я вспоминаю еще в юности, в ранней, я там была на турбазе на этой, в Красной Поляне. И вдруг вот Лада через столько лет там же делает работу. Для меня это было что-то, ну, я не знаю, какой-то перст Божий. В кафе в Верхнем городе Шагал, Малевич, Кандинский. По мотивам работ мы выполняли витражи. Сложно было, непонятно, конечно, с Шагалом, несмотря на то, что Шагал сам занимался витражом уже в 70 лет. Но тут у нас свое какое-то прочтение. Ведется работа очень интересная. Для храма сложные окна и сложная техника исполнения. У нас там и фьюзинговые элементы, и пескоструйные, и роспись, и золото. И мы просто их наколдовываем. Они все сложные, у них у всех своя какая-то вот такая проблема, с которой нужно справиться. Ну, легкие витражи не делаем, их делать тогда неинтересно. Это все ручками, каждая деталь вырезается стеклорезом, обрабатывается на алмазном станочке, чтобы было все подогнано, комар носа не подточил. Вот. Цифры бывают, да, конечно, сумасшедшие. Самый сложный витраж, он был порядка 1000 элементов на квадратный метр. Если есть работа, это счастье, что есть работа. Если есть много работы, это еще большее счастье. Ты включаешь не только чистое творчество, а знание и строительных каких-то дел, и моментов, и материалов, и как это поведет себя. И надо учитывать и южную сторону, и северную, и какое настроение, и какая тема этого помещения, назначения. То есть все это в совокупности очень сложная задача. Художник-мужчина и художник-женщина, вот есть такая проблема. Ее никто никогда не озвучивает, но это есть. Это разные вещи. То есть мужчине проще, это безусловно. Я не голословно об этом говорю, потому что у меня папа художник. Мама-папа. Мама-папа – это, конечно, отдельная история. Мамочка, она художник интерьера. Она проработала в институте Белгипроторг, был такой институт. Это что значит торг? Ключевое слово – это рестораны. Рестораны, магазины, интерьеры. Мама у меня молодец, ей уже много лет, но она все выставки, какие может, она посещает и оббегает все, если там есть возможность. И вчера я уже в музее просила в художественном даже, чтобы ей какой-то пригласительный дали на пластиковой карточке, чтобы она просто без проблем туда входила, когда хочет. Я знала, что она у меня самая лучшая, самая красивая, ну, может быть, я и не часто это ей говорила, но я это всегда понимала и знала. Она не только была самой мне хорошей, лучшей, красивой, ну и помощницей большой, потому что сын появился через 9 лет, и она вот этого малыша, она уже полностью на его опекала. Она говорила, если вдруг, Пашенька, скажи, тебя кто обидит, я его, говорит, так построю, что он забудет вообще. То есть это в школе все знали, что у Паши есть сестра Лада.
Папа мой замечательный, он вот ушел из жизни, и я очень скучаю без него. И посоветоваться постоянно хочется. Художник-монументалист, замечательный. Не объективно буду говорить, один из самых таких, не знаю, такое поколение, наверное, было, таких интеллигентов настоящих. Вот. Папа преподавал, папа работал на объектах монументальных, папа писал. Писал меня с натуры, я прибегала из школы после уроков, и он меня усаживал, и я совершенно не оценила этого, мне куда-то хотелось рваться. Он интересный, он его очень долго писал, он его дописывал, переписывал, но он проехал очень много. Была такая выставка передвижническая, ее возили по городам и весям, и вот эта «Лада» объехала, что она только и в Италии была, и везде по всей Европе, приехала в такой раскуреженной раме. Раму мы заменили, но она осталась у меня, счастье. Отец был не просто гордился ей, он был ей советчиком. Все работы, она старалась посоветоваться с папой, поэтому очень трудно сейчас говорить о нем в прошедшем времени, потому что он ушел совсем недавно от нас, и говорить о нем, что его уже нет, и ей очень трудно без его профессионального совета, потому что свой опыт, все свои знания он старался ей помогать в любой ее работе. Очень ранимый был и переживал за все мои шаги в профессии. И так случилось, что вот он ушел, и у меня началась очень активная вот эта общественная жизнь в Союзе художников и на комбинате. И для меня это тоже спасение, потому что я занята очень, и нет времени плакать. Есть ответственность со сроками, есть ответственность по качеству. Ты должна много знать, ты должна много понимать, ты должна слышать архитектора, заказчика, видеть этот объект. И аккумулируя и пропуская через свои какие-то знания, чутье, все это, применив все свои понятия о эстетике, о прекрасном, еще о чем-то, все это учесть. И не только ответственность перед заказчиками, перед какими-то там вещами, перед другими поколениями, потому что оно будет висеть, оно никуда не пропадет. Это очень долговечные материалы, и оно должно жить. И люди, которые входят в эти здания, они должны радоваться и отмечать какую-то удачу, какую-то вот да, это попало. Для меня важнее всего, когда после выполненной работы говорят «да». Мне очень повезло в этом плане, что мой супруг Кирилл, он со временем стал работать вместе со мной. И вот когда мы оказались вместе в витражном деле, мы и в других делах, в других монументальных работах, мы многое можем. Потому что я нафантазирую, поставлю какие-то невыполнимые задачи. Он как человек технически грамотный, и не просто технически грамотный, а технически талантливый, я бы сказала. Он ночь не поспит и к утру придумает, как это сделать. Руки, как говорится, растут из того места, что нужно, а все приходит с опытом. С каждым обточенным стеклышком, с каждым вырезанным стеклом, с каждой пайкой. Умею держать в руках паяльник, вот и все. Нужна была помощь любимой дорогой жене. Я не отказался, собственно, не жалею. У нас есть действительно вещи, которыми можно похвастаться, что вот такого не делал никто, во всяком случае, на просторах нашей
земли. Приходится непосредственно на объекте придумывать, как это все закрепить, как это все поставить. Существует полет какой-то инженерной мысли. Вот. Ночь не поспишь, вторую не поспишь, что-то почирикаешь карандашиком на бумажке, подумаешь, возьмешь калькулятор, посчитаешь, и все вот приходит само. Это замечательные молодые художники. Пришли они к нам, конечно, научиться ремеслу и остались с нами, потому что нам нужны помощники в выполнении работы. Да, бывает такое, что такой вот дедлайн получается, и это нужно сделать очень быстро. И получается, что да, иногда это просто всю ночь, и вот, потому что завтра утром уже нужно это сдать. Но это уже такое обычное дело для художника. Мы им передали все. Я понимаю, что они когда-то уйдут и начнут свою историю. Я абсолютно к этому готова. Но кусок жизни с ними мы проживаем. Стекло же там режет пальцы, оно все маленькое, и вот тяжело собрать, получается. Если очень много деталей, получается на один витраж. Это как бы нужно следить за всеми вот стеклышками, чтобы они были все на месте. Я им часто повторяю, что мы лучшие. Комбинат – это просто мой второй дом. Я люблю эти стены, я люблю это место, я люблю этих людей. Опять же, это все вытекает из того, что я там проходила мое становление в профессии. У нас работа, найдешь общий разговор, и значит дальше будет продолжаться работа, будет вести дальше взаимоотношения с этим человеком. И даже пускай не будет заказа, но взаимоотношения людские всегда остаются. Это у нас уже выработано и у Лады Юрьевны в связи с ее родителями, как они умели говорить и общаться, у нее это выработано годами. Но, конечно, у нас стало такое движение молодежное, что стали появляться заказы. Самое главное, движение пошло вперед, потому что влияние молодой силы, оно дает перспективу, открываются новые веяния, и предприятие идет вперед. Ну, Ладушка сейчас полна творческих сил, делает очень большую работу, сложную. Вот именно этот вот этап согласования проходит целый год. Это бесконечно. Совещание. Относясь с большой любовью к художникам, старым, к молодым, к совсем юным, которые заканчивают сейчас институт и выходят, я уже с высоты своих лет, я понимаю, как можно было бы сделать, как можно было бы все устроить, чуть-чуть что-то исправить и помочь. Что она на своем месте. Ну и должность для художника – это тяжелая ноша. Потому что одно дело работать творчески, совсем другое – организовывать людей. Тем более художники – тяжелая проблема. Не поддаются дрессировке. Я так радуюсь этим победам, как будто вот мы взяли медаль на Олимпиаде. Вот сейчас национальную премию получили 2 монументалиста. Она идет вперед. И это вот занимает 1, 2, 3 минуты. Он дает ей движение жизни. Многие вещи, которые я делаю в своей жизни, и в профессии, в том числе и в основном, я, конечно, делаю с оглядкой на моего сына, потому что он удивительный, он тоже творческий, он очень творческий. Он рос, рисовал, не выпускал карандаша из рук. И единственная фраза, которую мы слышали с Кириллом, с моим мужем, когда он научился только ходить, он сидел в этом раскладном стульчике, только кричал: «Мало листиков! Мало листиков!» То есть лучший подарок в те трудные годы в нашу семью – это была пачка пищи и бумаги. Ну, у нас практически школьная любовь. В браке мы 31 год. Вот, поэтому все было. Все было. И ссоры, и счастье, и рождение сына любимого. Наверное, если мы остались вдвоем, вот,
И так получилось, что мы уже больше 10 лет работаем вместе. Вот. Поэтому, наверное, все-таки у нас все хорошо. Любовь не прошла. Мы как-то подпитываемся. Когда ты любишь человека, профессию, свое дело, все буквально решится. Любые проблемы, они решатся, и ты успокоишься, и все будет хорошо.